Поздравляю соперника с победой, учитывая наши большие трудности с составом. Мы провели неплохой матч, можно сказать, хороший. Не хватило силенок, даже в этой игре должны были делать вынужденные замены. У нас мы не могли даже набрать состав на игру. Вынужденные замены, Дима Михалцов травму получил, поэтому. Ну, то, что ребята отдали все силы и все, что могли, в принципе, настрой был у нас хороший на игру, и, в общем-то, второй гол, к сожалению, нам рукой забили, может быть, мы бы смогли, ну, не скажу, что мы держать и так далее и тому подобное, все-таки команда находилась под большим давлением, самой лучшей командой Беларуси, без сомнений. Вот, многие, вообще такая была солянка в составе. И, ну, сыграли, как сыграли, в принципе, каких-то претензий. Во втором тайме вот, вышел Егор, начал ошибаться. Защитники ошибались просто в простых ситуациях. Ну, это связано с несколькими причинами. А так, в общем, еще раз поздравляю соперника с победой. Ну, несмотря на то, что у Гродно были большие потери, игра нам легко не далась. И, конечно же, очень тяжелая, как и многие игры в этом чемпионате, не далась. Не сомневались, что будет агрессивная игра со стороны Гродно, то есть по хорошему, по спортивному. Не помню, чтобы в этом сезоне, по крайней мере, Гродно проиграл кому-то чувствую. Поэтому приблизительно такой игры ждали, что она будет сложной. То, что и произошло, в принципе. Рад, что, несмотря на то, что проигрывали, опять же, были характер и оказывали давление, и в конце концов были выиграны. Всех победы, кто переживает за нас. Спасибо. Что же, Андрей, вопрос ваш? Александр Владимирович, в первом тайме, как показалось, трибуны была несколько зажата. Команда, пришлось ли в раздевалке включать повышенные тона перед выходом на второй? Ну, объяснимо, что матч очень значимый был, и напряжение, давление все равно ощущается у игроков, и раскрепощения как такового нет. Но, естественно, в перерыве поговорили, не было на повышенных тонах, мы взрослые люди, мы хорошо пообщались и понимали, что если мы сегодня теряем очки, то рассчитывать нам не на что. Здесь мы благодарим то, что, опять же, нашли в себе силы и оказывали постоянное давление. У вас в последнем туре тоже игра, которая еще может для вас решать за 4-е место, и игра с Шахтером, для которого не потерян шанс на первое. Но у вас, по-моему, и Абуна сейчас пропустит, и Кантария пропустит. То есть, если не восстановится еще травмированный, с кем играть-то? Не могу говорить за Шахтер, но думаю, что, так я скажу, субъективно мнение, что он потерян первое место, первая часть. Но вторая, если можно заявки, а есть, то, в общем, по минут 20 выигрыш. Посмотрим, что будет. Александр Владимирович, Стасевич травму получил? Да, Игорь в самом начале получил повреждение. Насколько оно серьезно, пока тяжело сказать. Не то, что голеностоп опух у него, и он играл через боль, это точно.